презентация, да? Мы очень интересно, Алексей Михайлович, да, смотрим с вами разные стороны, как это сделать единообразно, как будто в разных ракурсах. Итак, да, у нас звук пошел, коллеги, да? Нас слышно? Замечательно. Еще раз добрый день, уважаемые участники конференции. Мы продолжаем, да, работу нашей большой сессии, связанной, да, с темой «Национальная система профессионального развития педагогических кадров, профессиональные стандарты». И нашей вот практической, да, вот третьей сессией заявляется тема «Личный кабинет педагогического работника». Эту тему, как и ряд с ней связанных, мы начинали с вами развивать и подробно о них говорить еще весной в рамках работы с членами Республиканской аттестационной комиссии, в рамках работы с молодыми педагогами. Но не только. Уважаемые коллеги, да, когда мы вот отнеслись к этой теме, то столкнулись вот с рядом вопросов. И эти вопросы постарались заявить, да, на площадке. То есть на что мы хотели обратить ваше внимание? Хотели обратить внимание на вопрос, связанный с тем, способствует ли личный кабинет развитию профессиональных компетенций. Нас с вами интересовала тема общественного обсуждения, да, вот самого личного кабинета, как к нему отнесутся педагогические работники, мотивационная составляющая, информационная составляющая. Ну и сегодня вот справа от меня сейчас находится наш ведущий программист, если я правильно назвала, да, Александр Михайлович Дронов, да, это вот гордость наша. Так как Александр Михайлович разрабатывает очень сложные, да, программы, в том числе вот эту информационную систему, информационную платформу «Личный кабинет». Вот как раз Александр Михайлович сегодня вот наш третий выступающий, он нас познакомит со стартовым алгоритмом и даст нам возможность включиться вот всем присутствующим в разработку вот некоторого, да, организационного такого блока личного кабинета, блока регистрации. Там не все так просто, да, как может показаться на первый взгляд, и именно вот к такому диалогу нас приглашает Александр Михайлович. Учитывая, что мы с вами работаем уже, да, вот непрерывно уже 4-й час, да, постараемся, да, вот все составляющие заявить достаточно мотивационно. То есть когда мы отнеслись с точки зрения сопровождения, да, собственно, личного кабинета и его связи с профессиональными компетентностями, то мы, безусловно, должны были рассмотреть разные профессиональные роли педагогического работника. Да, то есть сейчас прошу презентацию. Какая презентация? Развитие профессиональных компетенций. Так. Сейчас посмотрим. Она? Нет. Интересно. Найти бы ее. Вот это. Да, понятно. Да, понятно, в чем дело, да, немножечко по-другому названы. Итак, да, уважаемые коллеги, небольшая опора для вас, да, на вечернее внимание. Итак, мы отнеслись к разным ролям педагогического работника, вот к тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся в процессе аттестации. Да, в силу ряда причин, объективных, субъективных, на сегодняшний день роль педагога, как вот менеджера, управляющего образовательной деятельностью, она несколько коррегируется, она несколько меняется. И некоторые функции, которые должен выполнять педагог, да, вот уходят из поля его зрения. То есть именно вот подходом, да, к личному кабинету мы хотим напомнить, да, что педагог управляет процессами управления. То есть он формирует у детей в рамках системно-деятельностного подхода ряд вот тех же функций, которые мы видим с вами на экране.
И мы постарались с опорой на, опять же, профессиональный стандарт педагога проанализировать, как эти функции в профессиональном стандарте заявлены. То есть посмотрите, да, так или иначе, когда мы говорим о мотивации, эта составляющая ярко заявляется в профессиональном стандарте. Она касается как ролевой позиции педагога, методиста, да, это примерно, как мы помним, соответствие первой квалификационной категории, его, да, умение определять актуальный уровень как своей мотивации, так и мотивации обучающихся, осуществлять работу с другими педагогами. То есть вот эту составляющую, да, мы просматриваем, да, в профстандарте. То есть она должна быть, она должна иметь место быть. То есть эта составляющая так или иначе будет залита, заложена и в то, что называется наши, да, материалы. Итак, следующее. Функция целеполагания и планирования. Обратите внимание, пожалуйста, на то, чего от нас же ожидает профессиональный стандарт, который станет нашим, да, вот основополагающим документом, определяющим трудовые функции, трудовые действия педагога. То же самое, что заявлено в функции: разработка планов, целей, методик обучения, выбора и обоснования, ну и определять необходимость разработки и использования всевозможных образовательных ресурсов. То есть эта составляющая очень четко и ярко заявлена. Функция организация, в данном случае мы говорим о профессиональной деятельности, и эта функция, опять же, в профстандарте разворачивается через уже серьезное взаимодействие с творческими группами педагогов, да, по решению проблем профессиональной практики. Творческие группы выбирают, используют эффективные способы профессиональной поддержки молодых, и мы продолжаем тему наставничества. Они выявляют и описывают инновационные методики и технологии, лучшие практики собственной профессиональной деятельности. И это мы тоже хотим заявить в личном кабинете. То есть, да, создать внутри личного кабинета площадку, которая позволит вот эту внутреннюю деятельность творческих групп и отдельных педагогов выводить на всеобщее рассмотрение и на всеобщее обсуждение. Но, разумеется, речь идет о профессиональной общественности, но к ней же присоединяется и родительская, и ученическая. Итак, функция контроля и оценка для учителя и педагога-методиста. То есть еще раз мы конкретизируем, что речь идет о первой категории. То есть здесь опять же, да, заявка на то, что необходимо уметь проводить анализ, оценку собственной профессиональной деятельности. Но делаем мы это, как заявляли с вами на одном из наших обучающих мероприятий, в том числе через анализ и оценку деятельности других педагогов. Невозможна самооценка без навыков взаимооценки, и это эволюционный путь. Соответственно, еще одной составляющей является формирование рефлексивного отношения к собственной профессиональной практике. И очень ярко, да, эту составляющую сегодня нам показали коллеги из Ухты. Да, демонстрируя всевозможные модели наставничества, они их анализировали, оценивали, относились к ним и давали нам возможность сделать то же самое. Итак, мы выходим на другой уровень педагог-наставник. Условно на сегодняшний день в рамках современных, да, стратегий это заявляется как педагог, да, учитель, преподаватель уже в высшей категории. Итак, и здесь я уже не делю на функции, потому что они интегрируются, и, соответственно, вот обратите внимание, насколько акцент смещается на работу с коллегами. Да, насколько акцент смещается на то, что педагог выступает в роли, опять же, наставника, организатора творческих групп в решении всевозможных образовательных проблем. Эти проблемы могут быть связаны как с созданием и мотивирующей образовательной среды, и КТ-ресурсов, осуществление оценки профессиональной деятельности, ну и совместное решение проблем профессиональной практики. Педагог-наставник осуществляет методическое сопровождение, описание лучших практик своих и, соответственно, других своих коллег.
и он оказывает действия по поддержке стандартов профессиональной деятельности. И вот обратите внимание, в том числе ставится акцент, в том числе стандартов этических. Вот эту проблему мы, кстати, неоднократно поднимаем в процессе аттестации, но потому что вот это, она встает и она требует своего решения. Потому что этический кодекс, да, педагога, его соблюдение заставляет нам задавать много вопросов и ставить ряд проблем по их решению. Итак, да, вот, уважаемые коллеги, мы переходим к нашему видению личного кабинета педагога. Если изначально мы с вами, сейчас мы работаем, да, вот в некой системе, где портфолио педагога – это своеобразная закрытая система, ее видят эксперты, муниципалы, да, в некоторой части, ну и, собственно, члены аттестационной комиссии, то в рамках, да, нового подхода мы личный кабинет рассматривать предлагаем как частично личный сайт педагога, ну, либо же сайт портфолио. Его назначение вы сейчас видите на слайде, да, и в нем подчеркивается в том числе совместная деятельность с учеником. Преимущества тут тоже очевидны. Вот смотрите, педагог готовится к аттестации, собирает аттестационное портфолио, и он, соответственно, имеет возможность сделать это на протяжении какого-то количества лет. Он может к своему личному кабинету обращаться и впоследствии еще раз. Соответственно, да, он может выставлять некие свои продукты на всеобщее обозрение, и мы можем наблюдать непрерывность, да, его профессионального развития. У нас может, да, заместитель директора, руководитель ШМО, ГМО отследить, да, вот профессиональную активность педагога тоже на его сайте. И в этой связи можно перелистнуть, да. В этой связи мы видим ряд преимуществ. Ну, они вот уже названы, эффективность я обозначила, есть некая эргономичность. То есть нам все-таки представляется, что если человек делает это непрерывно, уменьшаются, да, конечные временные затраты. Ну, а возможность соотнесения самооценки с экспертной оценкой, оценкой родителей и других педагогов – это, опять же, объективные преимущества. Возможность обратной связи, да, то есть он тоже может получить в ответ определенные вот те составляющие, которые могут представлять интерес для окружающих. Сейчас бы я вот включила Веронику Васильевну, с вашего разрешения, да, Александр Михайлович. Вот, вторую, да, если можно, презентацию. Итак, да, вот, уважаемые коллеги, я постаралась быть максимально лаконичной, да, перешла вот от тех компетенций, которые мы в меньшей степени на протяжении последних 5 лет с вами рассматривали, хотя их осознанность и необходимость их осознания была очевидна. Педагог не всегда понимает, для чего это нужно. Он не всегда решает для себя, почему необходим анализ и рефлексия. Ну вот, наверное, на сегодняшний день в том числе, да, вот поддержанная опытом Ухты, где система методического сопровождения, связанная с наставничеством, в значительной степени подразумевает, да, рефлексивный анализ, самоанализ, обобщение опыта, мы вам вот представляем такой взгляд и такое концептуальное обоснование подходов к системе личный кабинет педработника. Я сейчас передам слово Веронике Васильевне. Она еще с другой стороны обратится, да, вот к преимуществам информационной системы личный кабинет и отнесется, да, к тому, что такое профессионально-общественное обсуждение его. Спасибо, Светлана Анатольевна. И приступаем. Ну, перед вами слайд, в котором говорится об основании общественного обсуждения, что это одна из форм контроля, где более подробно можно посмотреть в статье 24. Но здесь мы хотели обратить ваше внимание, что, опять же, участником может быть в том числе один человек, индивидуальное физическое лицо, и он обязательно имеет право выразить свое мнение, которое также принимается во внимание. И второй существенный акцент хотели отразить, то, что всегда общественное обсуждение должно быть задокументировано и размещено для всеобщего обозрения.
К задачам обсуждения подключается Светлана Анатольевна. Итак, уважаемые коллеги, мы где-то сознательно, понимая, да, доступ, в общем-то, задач, да, и соответствующих слайдов наших видео в оперативном, да, обзоре, мы пока вот задачи в слайд не включили. С чем это связано? Ну, как вы понимаете, любое общественное обсуждение имеет своей целью и в том числе мотивационную, информационную составляющую. То есть вот для той части участников конференции мы, безусловно, откроем, да, ее. Мы бы хотели, чтобы педагог задумался, да, нашел преимущество для себя этой системы и имел возможность принять решение, будет ли он участником апробации. Апробация может носить достаточно затянувшийся характер. Будет ли он участником апробации вот этой системы. Как я сказала, преимуществ у нее гораздо больше, да, чем недостатков, и вот некоторые из них сейчас будут представлены. Перед тем, как перейти к общественному обсуждению, еще раз хочется напомнить, что эта информационная система будет состоять из нескольких модулей. Они перед вами представлены, и акцент мы будем делать на личном кабинете. Будем сравнивать, опять же, хочется акцентировать внимание на том, что действующая как электронная система учета аттестующихся с будущей информационной системой. И здесь вот, как уже Светлана Анатольевна сказала, что личный кабинет как личный сайт педагога. И второй самый существенный такой, то, что педагог самостоятельно контролирует то, что он размещает, и то, что он прикрепляет, за исключением того, что у нас сейчас система работает на нынешний момент с учетом сбоев как и интернета, так и прикрепляемого количества объема документов, что контролировать приходится не только педагогу, да, но и ответственным, и нам в том числе, что очень много времени на это тратится. Также хотелось показать функциональные возможности будущего информационной системы этого кабинета, что частично заложено и в апробации в рамках вопросов, и что все-таки личный кабинет позволит педагогу эффективно осуществлять системный и регулярный сбор, то есть это как инструмент для совершенствования, в том числе всех компетентностей, которые были рассмотрены ранее. Также упростится проведения процедуры аттестации. И вот то, что уже сказала Светлана Анатольевна, обмен опытом на основе экспертной рекомендации. Согласие, опять же, педагога и экспертной группы. Можно на 2 слайда вернуться? На 2. Нет, еще раз. Итак, вот, уважаемые коллеги, обратите внимание, да, почему устаревает, да, старая система. Мы должны соответствовать требованиям защиты персональных данных, мы это обсуждали, но для наших новых слушателей это подчеркиваем. Дальше, если сейчас вот педагог какие-то документы разместил, да, это уже вот некое конечное прикрепление, он делает это в узкий период, когда подал заявление на аттестацию. Вот. Располагая большим периодом подготовки к аттестации, это количество прикреплений, да, разных материалов, замена их, корректировка, да, это вот все в руках педагога. Может дополнять, что-то удалять, что-то размещать. То есть он действительно рефлексивно смотрит на ситуацию, он действительно ведет, да, вот такой диалог с профессиональной общественностью, да, своими коллегами, размышляет, какие лучше составляющие своего педагогического опыта разместить, какие будут говорить о практике его деятельности более наглядно, и какие могут оказаться полезными для его более молодых коллег. То есть смотрите, вот своего рода может реализоваться та же функция наставничества. Ну и, как я сказала, самооценки, рефлексивной оценки. То есть эти вещи, они могут усиливаться в рамках этой системы. Но здесь вот поставили вопросительный знак, да, потому что возможно, да, вот эта часть, которая будет являться сайтом, не будет отвечать всем требованиям сайта, но это в том числе и на ваше усмотрение, да, так как я изначально сказала, сегодня мы открываем общественное обсуждение. Анкета, соответствующая в Google форме, вывешена на нашем сайте, она уже заполняется коллегами, и уже определенные там вот результаты можно просматривать.
Вот. Ну, еще один момент, учитывая, что вы можете корректировать данные и так далее, вы увидите, да, вот и аттестуясь, и размещая свои материалы для коллег, вы увидите, что вы прикрепили, да, что прикрепление произошло. Вам не нужно беспокоиться, да, на предмет, да, получена, не получена ли эта информация. Ну и система становится прозрачной, уже сложно будет говорить, да, что вот кто-то там хорошо работает, кто-то работает несколько иначе. Все весьма прозрачно. Ну и мы тогда резюмируем, да, собственно, определенные выводы, да, сделала Вероника Васильевна. Как мы сказали, изначально даже мы не шли вот к идее сайта педагога, мы думали, что определенные свои элементы опыта педагог будет вот размещать для экспертной оценки, и потом они будут доступны всем. Да, эта идея тоже имеет место быть и остается, но моя просьба, да, вот задумайтесь еще о сайте и свои комментарии, пожалуйста, оставьте. Сейчас мы передаем слово, да, Александру Михайловичу, правильно же, ну, да? Да, просто хотела показать, Дронову. что обсуждение на каком... Да, мы можем показать сейчас Google форму. Это будет, да, совершенно логично, пожалуйста. Ну, то есть анкетирование было разбито условно на такие составляющие. Вопросы я пролистну, вы можете посмотреть, но сама Google форма размещена на сайте в разделе «Новости», аттестации, и по ссылке можно переходить и заполнять. Время здесь указано, что до 16 января, но, как Светлана Анатольевна сказала, что апробация тоже может, если предложений поступит достаточно много по требующих больших затрат с точки зрения программистов, то, возможно, обсуждение будет немножко пролонгировано. Итак, уважаемые коллеги, резюмируем. С 23 ноября, с дня начала конференции Google форма, да, по общественному обсуждению модели личный кабинет была размещена на сайте Gold.Career. На экране вы видите путь, да, вот как к этой анкете подойти. Убедительная просьба, да, вот всю нашу аудиторию принять участие в этом обсуждении. Ваше мнение для нас чрезвычайно важны, да, потому что на сегодняшний день, и я в свое время это уже озвучила, техническое задание по разработке этой формы составляет более 100 листов, и оно продолжает корректироваться. Так как не исключено, да, что информационная система будет обсуждаться на уровне, да, вот исполнительной власти, да, Республики Коми и даже выше, поэтому ваши предложения по представлению потом вот некой окончательной версии будут очень важны. Ну и, как я сказала, сейчас мы передаем, да, слово Александру Михайловичу. И как раз он ответит еще раз на вопрос. Доступ в личный кабинет будет свободный либо для педагога, либо для всеобщего обозрения. Ну, я говорю, вот конечных, наверное, вопросов, ответов сегодня не будет, да, правильно, Александр Михайлович? Ну, потому что нам дать можем. Да, приблизительно дать можем. Да. Дело в том, что личный кабинет будет доступен именно педагогическому работнику, и он туда будет загружать материалы. Он будет определять, эти материалы будут доступны публично или нет. Если вы пометите материал как доступный публично, то этим материалом вы сможете, так скажем, поделиться со своими коллегами. А если вы не пометите материал как публичный, то, соответственно, он не будет доступен для всех в интернете. Так, начнем трансляцию экрана. Давайте посмотрим, как выглядит регистрационная форма в личном кабинете педагога. В верхней части регистрационной формы находятся общие вопросы. Это адрес электронной почты, логин, который потом понадобится для того, чтобы войти на сайт, пароль. Обращаю ваше внимание, что в системе присутствует индикатор сложности пароля. Соответственно, если вы хотите, чтобы ваш личный кабинет был защищен, нужно будет советы по усложнению пароля применить при создании пароля. Но в принципе допускается и наличие слабого пароля. Тут уж вы как сами хотите. Хотите защищаться? Делайте сильный пароль. Опциональное поле изображения. Вы можете добавить изображение пользователя для того, чтобы легче было вас находить в списках как организаторам, так и администраторам для обработки ваших запросов.
Ну, другими словами, да, если вдруг появится некая экстренная необходимость вас быстрее найти, наши уважаемые программисты утверждают, да, что при наличии вашего изображения поиск, он ускоряется. Конечно. А дальше идет блок «Моя педагогическая должность». При регистрации мы заполняем одну педагогическую должность, но после регистрации мы сможем добавить сколько угодно педагогических должностей. Другими словами, да, если наш педагог аттестуется по нескольким педагогическим должностям, заполнив, да, основные сведения о себе, он имеет возможность, да, потом подать заявление по другой педагогической должности, и заполненные сведения автоматически перемещаются в новое заявление. Я правильно говорю? Ну, в общем-то, да, примерно так. Я немножечко запутался в словах заявления, но, конечно... Оно формируется на основе анкеты, вот, которую вы здесь заполняете. Конечно. Правильно? Если вы, например, учитель математики в школе и в каком-нибудь центре дополнительного образования преподаете робототехнику, вам придется заполнить 2 анкеты по педагогическим должностям. Сперва вы заполняете при регистрации основную анкету, это ваша основная должность. Давайте посмотрим на поля, которые представлены в этой анкете. Фамилия, имя и отчество, каждый из них в именительном и в дательном падеже. Если у вас нет отчества, то обязательно пишите об этом нам сейчас в трансляции, поставьте какой-нибудь плюсик и можете поставить прочерк при регистрации. За 5 лет работы нам не удалось обнаружить педагогов, не имеющих отчества, но ситуация могла измениться. Только это теперь войдет в моду, не иметь отчества. Контактный телефон для того, чтобы с вами было удобнее связаться при возникновении каких-либо вопросов. Это вся основная информация. Следующий блок о квалификации. Мы вводим уровень образования из списка, специальность по диплому, ученая степень, ученое звание, почетное звание. Хочу обратить внимание на это поле, потому что мы здесь можем выбрать как заранее прописанные варианты, так в случае, если не найдем нужный, дописать свой вариант, и он попадет точно так же в систему. Ну, либо удалить ненужное. И обратите внимание на формулировки следующих вопросов. Нам пришлось с ними помучиться. Да. Наивысший уровень ранее действующей квалификационной категории и последняя действующая квалификационная категория. Как вы понимаете, эти два понятия могут не совпадать. Нужно быть очень внимательным при заполнении. Приведем пример. Да, наивысший уровень ранее действующей квалификационной категории у вас мог быть, например, такой, высшая. Но потом как-то изменились обстоятельства, да, и вы были аттестованы 5 лет назад на первую. То есть, соответственно, у вас будут вот такого рода записи в этих полях. То есть вот это правильная версия. Но могут быть записи такие: высшая, высшая или первая, первая. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что для анализа ваших материалов и принятия решения аттестационной комиссии в ряде случаев это также имеет значение. Следующий блок о работе. Нам предлагается здесь выбрать организацию. Наши сотрудники очень стараются добавить все организации, которые у нас присутствуют в Республике Коми образовательные, чтобы вам было комфортнее выбирать уже из списка, а не каждый раз добавлять новую организацию. Вы можете осуществлять поиск. Например, фильтруем по муниципалитету, получим организации, соответственно, из Воркуты. Выбираем нужный пункт. Организация добавлена. Но может также произойти и следующая ситуация. Сотрудники института не успели обновить эту базу, а произошла лицензионно-аккредитационная проверка в аккредитации и изменилось что-то в названии. Вот тогда вот не очень хорошая ситуация. Из-за одной ошибки, да, может то, что называется, быть внесены изменения в целый приказ об аттестации. Вот в этом случае, Александр Михайлович, если коллеги находят название своей организации, а сейчас она несколько иначе называется, вот что могут сделать здесь коллеги? Тут у них два варианта. Если коммуникативные способности коллег на высшем уровне, они могут связаться с нами, чтобы мы оперативно исправили проблему. А если вдруг они более такие интроверты, они могут добавить новую организацию, заполнив соответствующие поля.
Мы увидим, что организация добавлена, увидим разницу между организацией, которую добавил педагог, и существующей организацией, и, соответственно, точно так же внесем изменения, как будет комфортнее участникам. Ну и ранее мы говорили, уважаемые коллеги, заявление на аттестацию – своеобразный финансовый документ. И он также призывает педагога к ответственности, да, за ту информацию, которую вносит он в заявление на аттестацию. Оставшиеся поля здесь достаточно простые. Должность, общий стаж, педагогический И тоже бывают стаж. ошибки. В данный момент эти поля поддерживают только целые числа, но мы сейчас уточняем, как лучше вносить данные в эти поля. Возможно, мы сделаем в дальнейшем поддержку как раз дробных значений. Идет проверка, чтобы тут были только числовые значения. Если вы сюда пишете что-нибудь, попытаетесь писать буквы, система вам, естественно, это не позволит. Ну, то есть на сегодняшний день мы можем констатировать, да, для аттестации нам необходимо, чтобы вот у человека на первую категорию было полных 2 учебных года. То есть он вписывает цифру 2, возможно, он уже работает 3-й год, да, ну вот тогда вот нужно подумать, как это указать, учитывая, что десятичная система нам не подходит, месяцев у нас 12, да, поэтому вот на этот счет мы еще размышляем, да, как это сделать лучше, удобнее, объективнее. И последнее поле – преподаваемые предметы дисциплины направленности. Это свободная форма. Вы здесь пишете так, как у вас значится это в документах. Соответственно, наши сотрудники увидят именно тот текст, который вы сюда и запишете. То есть все вы тарифицированы, да, есть определенные предметы, дисциплины, направленности в зависимости от организации, где вы трудитесь. Ну и обратите внимание, что при заполнении анкеты это имеет значение для аттестационной комиссии, например, при выборе экспертной группы, да, вот, например, для организации СПО мастера бывают разные, да, преподаватели спецдисциплин бывают разные, направленности бывают разные в дополнительном образовании, поэтому эта информация необходима, да, то есть в некотором случае, указав направленность, да, бывает даже не лишним уточнить, какую программу реализует педагог. После того, как вы заполните все обязательные поля, нажмете «Регистрация», личный кабинет будет создан. В личном кабинете вы сможете добавить еще педагогические должности, а также в случае, если вдруг допустили какую-то ошибку, отредактировать ранее созданный профиль. Обращаем ваше внимание, что вся внесенная информация, она имеет ревизии. То есть если вдруг вы когда-то создавали свой профиль с одной фамилией, а в дальнейшем вы фамилию сменили, система будет помнить оба варианта, и если вы подавали на аттестацию со старой фамилией, то заявление на аттестацию, поданное со старой фамилией, останется со старой фамилией. То есть тут не стоит беспокоиться, мы все это предусмотрели. Так, наверное, если у коллег возникают какие-то вопросы по данной форме. Увидеть сейчас чат хотя бы. Нет, вопросов нет. Но опять же, да, совершенно логично предположить, что все мы сегодня утомились, да, то есть работа была проделана немалая. Уважаемые коллеги, еще раз резюмирую, да, вот нам бы не хотелось, чтобы личный кабинет был простой копилкой, да, куда складываются и навеки забываются материалы. Мы бы хотели, чтобы он прежде всего был интерактивен, да, чтобы он как некое средство, в том числе, да, ИКТ, да, вот, способствовал развитию и иных профессиональных компетенций, которые мы обозначили вот в первой части этой сессии. И, соответственно, да, вот, уважаемые коллеги, мы еще раз, да, приглашаем вас к участию, да, в анкетировании в Google форме, ну и ждем, да, в любом ином формате от вас предложений по тому, какой вам видится эта система. Благодарим всех участников, да, сегодняшних площадок. Мы с вами поговорили о чрезвычайно важных вещах, ну и, наверное, как результат с удовлетворением можем резюмировать, что в Республике Коми методическая работа, она развивается,
коллегами ищутся, да, эффективные возможности по росту профессиональной компетентности педагогов разных организаций на разных уровнях. И сегодня, да, эти эффекты нам удалось увидеть. Всего вам доброго, уважаемые коллеги. Наши площадки завершают работу.